Недавно у нас в Душанбе открылось две крупные спортивные франшизы – UFC Gym и футбольная академия Juventus. Насколько сложно было вести переговоры? Каким образом проходило открытие? Об этом мы будем говорить с председателем совета директоров 55 Group Давроном Джураевым. Даврон, здравствуйте. Добро пожаловать. Очень рады наконец-то с вами познакомиться. Даврон, как давно вы в бизнесе? Спасибо, что пригласили. Очень рад здесь находиться. В бизнесе, можно сказать, был первый опыт совсем в детстве. Пытались что-то купить, продать, будучи еще школьниками. Серьезно, были пару интересных, но неудачных проектов уже в студенческие годы. Основали мы первую организацию, которая по сей день существует. Это был 2006 год. Что за организация? Первый проект у нас был организация по обслуживанию оргтехники. Называлась организация Оргсервис. И была такая идея обслуживать все государственные организации, заправлять картриджи, менять принтеры и так далее. То есть тогда это был самый пик, мне кажется, вот расцвет такого оргтехники, скажем так, наверное, приносила прибыль. Ну да, первые какие-то деньги мы там заработали, но, к сожалению, мы не учли многие факторы и тем самым заработали, наверное, приобрели очень большой опыт, как работать, правильно взаимодействовать, особенно с государственными организациями, с бюджетными организациями, потому что не каждый тебе может заплатить сразу по, скажем, оказанию услуг или предоставлению товаров. Ну, каждый бизнес, наверное, каждое новое, каждое какое-то движение, оно дает определенный какой-то experience, опыт, и мы пытаемся его использовать в последующем. Ну, я так понимаю, вот этот опыт вам помог организовать такую микроимперию, если можно так выразиться, 55 Group, которая занимается огромным количеством проектов. Вы являетесь ее соучредителем. Можете рассказать немного о партнерских проектах 55 Group? Партнерских проектов. Давайте я вам расскажу про нашу организацию. Прежде всего, я считаю, что мы достаточно технологичная организация, которая старается идти в ногу со временем. И проекты, куда мы сейчас смотрим, это современные проекты, которые могут кратно расти. Сегодня мы работаем в индустрии спорта, в индустрии производства пищи, в страховании, в маркетинге и так далее. Есть у нас в структуре компаний, группы компаний холдинги, то есть это организации, которые работают в той или иной индустрии. Например, мы работаем также в авиации. Либо это может быть какой-то отдельный проект, как, например, охранное агентство «Пахлавон». Оно работает само по себе, это отдельно взятый проект, и, естественно, у него отдельные задачи. Что касается партнерских проектов, у нас есть ряд партнеров, с которыми мы просто взаимодействуем как партнеры. У нас есть, как вы, наверное, уже знаете, две известные франшизы, тоже своего рода партнерство, потому что вместе мы развиваем франшизу, бизнес, тем самым зарабатывая вместе деньги. При этом у нас есть еще и обязательства с этими партнерами развивать этот бренд в регионе Средняя Азия. Вот. Так. Одна франшиза – это Juventus, Академия Juventus, мы к ней еще подойдем. А что за вторая франшиза? Вторая франшиза – это UFC Gym, это залы, преимущественно фитнес-залы. UFC Gym – это новый бренд, он одноименный с известной промоутерской организацией UFC, но следует отметить, что это сугубо коммерческий проект. Это фитнес-залы со своей эксклюзивной методикой занятий, особенно фитнес-занятий. Там же есть секции по единоборствам, это джиу-джитсу, борьба, муай-тай, кикбоксинг, бокс.
И есть также и другие секции, это йога, есть детские секции индивидуальной тренировки. И можно сказать, что данный бренд, он достаточно быстро развивается, потому что за последние 6 лет открылось более 150 залов в 32 странах. И мы, вот UFC Gym, наверное, с радостью можно сказать, что добрался и до нашего континента, до нашей страны, и в Средней Азии. Это самый большой, самый, наверное, интересный зал, я бы сказал, и это визитная карточка UFC Gym в Средней Азии. И мы надеемся, что и согласно нашим обязательствам нам удастся совместно с узбекистанскими и казахстанскими партнерами до 30 года открыть более 30 таких залов. Ух ты! Ну, планы действительно амбициозные. Кстати, поздравляю вас с открытием. Это произошло буквально на днях, причем это было с участием президента страны. То есть это говорит о высоком уровне. Но все-таки хотелось бы узнать про принципиальное отличие UFC Gym. То есть залов огромное количество, в которых есть и спортивные секции, есть и октагон. Но вот принципиальное отличие все-таки UFC Gym. Я бы сказал, самое главное – это тренера. Каждый тренер в UFC Gym, он должен проходить специальную подготовку. Его должен сертифицировать наш head-франчайзи, да, или франчайзи-партнер, который владеет правами этого бренда. Процедура эта сложная, но очень эффективная. Соответственно, мы должны обеспечить все условия для контролинга, для, скажем, в год раз проходит очень серьезная инспекция по выдержкам всех норм франшиз. И здесь следует отметить, что каждое направление, каждый тренер, у них есть очень ряд задач, которые они обязаны выполнять. Соответственно, в первую очередь мы будем стараться заботиться о здоровье наших посетителей, гостей, так как вы знаете, единоборства особенно, они требуют особого внимания. Например, элементарное, очень простое правило в UFC Gym – это когда гости, посетители не могут спарринговаться просто сами. То есть обязательно должен присутствовать тренер, и он должен сопровождать. Некоторым начинающим спортсменам, скажем, в единоборствах, они не допускаются до спаррингов. Или определенная защита должна быть, и так далее, и так далее, и так далее. При проведении занятий в детских группах обязательно учитывается их возраст. Какие упражнения можно делать, нет. То есть это все очень детально и тщательно прописано в занятиях и в подготовке тренеров. Это раз. Второе отличие – это индивидуальные, уникальные программы проведения, особенно фитнес-групповых занятий, где, опять же, квалифицированные тренеры, они выполняют определенные задачи или пожелания, поставленные нашими гостями. Кто-то хочет сбросить вес, кто-то хочет набрать вес, кто-то хочет чувствовать себя бодрее и так далее, и так далее. То есть под все эти ТЗ, скажем, есть определенные занятия, в основном групповые, что и мы будем осуществлять. Это здорово. Насколько я знаю, вы являетесь председателем Taj MMA Федерации. Да. А почему вы все-таки делаете больше упор на смешанные единоборства? Ну, это больше хобби. Я являюсь руководителем Федерации смешанных боевых искусств Республики Таджикистан. На сегодняшний день это один из самых быстро развивающихся видов спорта. И очень большая вероятность, скорее всего, это уже почти как данность, что в 2028 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, в Америке, ММА включат как один из видов, олимпийских видов спорта. То есть это уже факт? Нет, это не факт, но вот до конца этого года этот факт должен подтвердиться. Но большую часть процедур
который должна федерация, не признанная еще Международным олимпийским комитетом, наша федерация всемирная уже прошла. А как вы думаете, почему смешанные единоборства настолько популярны, и в частности вот у нас в стране? Единоборства вообще они популярны. Не знаю, последние десятилетия бокс очень популярен. Тоже я бы не сказал, что... Кстати, подтвержденный факт, что бокс является намного травмоопасней спортом, чем ММА. Да, это доказанный факт. И что касается ММА, я являюсь руководителем любительского ММА в Таджикистане. Это очень важно. И по правилам ММА, смешанных боевых искусств, то есть это вот искусство, наверное, ключевое слово, потому что все виды единоборств воедино, они превращаются в какое-то искусство. И следует отметить, что до 18 лет можно выступать на соревнованиях с 12 до плюс, там 40 плюс, наверное. С 12 до 18 по правилам Всемирной организации, Всемирной федерации наносить удары по лицу вообще нельзя. То есть если соперник, если атлет наносит удар в голову, то его сразу дисквалифицируют. Это говорит о том, что насколько этот спорт безопасный, потому что, скажем, категория еще делится на подкатегории. Скажем, 12-13 лет наносить удары в корпус вообще нельзя детям. Это только борьба. 13-14 это уже там частично. 15-16, да, наносить удары можно в корпус, руками, ногами, и то можно проводить несколько приемов разрешенных, остальное все нельзя. То есть, если брать в общем ситуацию, картинка такая, что ребенок тихо, набирая опыт, набираясь опыту, наверное, умением, он тихо набирает и приходит уже к той точке, когда он, если даже решил перейти в профессионалы, он будет максимально подготовлен. К сожалению, есть очень большой минус ММА в наши дни, когда многие молодые ребята, они переходят из чемпиона зала в профессионалы. То есть это очень между вот этими двумя понятиями очень большая пропасть, я бы сказал. Потому что в профессионалы должны переходить наиболее подготовленные спортсмены. Прежде всего, которые будут меньше травмированы. И проблема, я надеюсь, была до 2020, наверное, года, когда многие ребята, они здесь тренируются, в них кто-то верит, и они едут куда-то выступать в большие лиги, и 90%, наверное, травмируются. И о них, к сожалению, сразу все забывают, про них никто не вспоминает. Это очень плохо, потому что молодым ребятам, травмированным, потом дальше жить, работать и так далее сложно. А те 10%, которым удается побеждать, да, они какие-то звездочки, они какое-то время начинают выступать и все остальное. Наша же федерация, она подготавливает ребят, спортсменов, дает им бесценный опыт, когда они могут выступать на соревнованиях как в Таджикистане, так и вне Таджикистана, на международных соревнованиях, также соревноваться на своем уровне, набираться опыту, и потом, если они решают перейти в профессионалы, это будет и вероятность того, что они будут побеждать, больше, и вероятность того, что они будут травмироваться, намного меньше. Вот смотрите, буквально за последние 2 года мы очень часто стали слышать Тадж ММА, здесь. Но прошлый год он стал, не побоюсь этого слова, прорывным, наверное. То есть была бы проделана большая работа. Можете немного рассказать про рывок прошлогодний? Наверное, это комплексная работа. У нас штатных сотрудников Федерации 12 человек. Это мало. Это очень много. Даже много. Это очень много. К сожалению, во многих федерациях штатных сотрудников немного. То есть у нас сотрудник, скажем, юрист, он занимается всеми бумагами, поэтому у нас нет сложностей с документацией и так далее. У нас есть старший тренер, который создает программу, он работает по этой программе.
он прописывает план тренировочных сборов, соревнований и так далее, да, работает с ребятами. Есть штатный доктор, который занимается только фармакологией, здоровьем ребят. Есть человек, который занимается только безопасностью федерации, куда ходить, куда не ходить, проводить идеологическую работу, чтобы ребята правильно себя вели, были чемпионами в октагоне, а не на улице и так далее, и так далее. Есть человек, который занимается только международными отношениями. Мы за последние 3 года подписали около 10 меморандумов о сотрудничестве с 10 странами. Это тоже много, я считаю. Поэтому вот этот, не знаю, такой фундаментальный, наверное, подход, он был заложен в 2017 году. И много-много всего, что сейчас дает какие-то плоды, мы заложили вот года 4 назад. Я думаю, что для нашей федерации 22 год, он порядком плодотворнее, чем 21, потому что недавно мы привезли из Абу-Даби, где участвовали на чемпионате мира среди детей, 7 золотых медалей. Да. Это прорыв, безусловно. Мы ожидали результат, но не такой крутой. Вот, за что отдельная благодарность спортсменам. Спортсмены очень сильно выкладывали, сделали где-то невозможное. Вот, и мы стали в мире среди 42 стран третьими. А сколько всего атлетов поехало от Таджикистана? Сборная у нас спортсменов было 30 детей от возраста 12-16 лет. 16-17 лет и человек 8 от федерации. Из 43 стран третье место. Из 42 стран третье место. Да. Ну, слушайте, 500 спортсменов участвовали в чемпионате. Были сборные, которые по количеству спортсменов превосходили нас. Например, Узбекистан, их было 35 человек. Они заняли какое-то место, не помню, то ли 5-е, то ли 4-е. Что такое. Но, например, была сборная Америки, где было около, если я не ошибаюсь, 40 или 50 спортсменов, и они взяли на 1 золото больше, чем мы. Давайте поговорим про Академию Ювентус. То есть вы все-таки больше занимаетесь смешанными единоборствами, ММА, но футбол – это совершенно иное. Откуда вообще возникла эта идея? У нас много очень инициативных, креативных коллег, и идея появилась, не помню точно от кого, от коллег, что именно крытое футбольное поле – это актуальный, вероятный проект, потому что многие, кто сам играет в футбол, либо водит своих детей в какие-то секции, они все сталкиваются с какими-то сложностями, погодными условиями и так далее, сезонность. То есть я непосредственно, когда водил своего сына на футбол с 7 до 8, это вот такое комфортное утро, это летнее время, комфортное время, потом уже жарко и солнце. То есть надо укрываться где-то или вечером, то есть 2 часа утром, 2 часа вечером, все. Наше же поле, оно позволяет в стандартном температурном режиме играть зимой и летом, днем и ночью, когда угодно. То оно есть закрытое. Оно полностью закрыто и соответствует всем международным нормам и стандартам. Проект Ювентус. Почему Ювентус? Тоже, наверное, это был мой следующий вопрос. Вопрос, наверное, актуальный. Мы изучали много очень франшиз. Есть в мире много очень сильных клубов, в том числе мы изучали российские франшизы. И по мере изучения мы сталкивались, у нас появлялось очень много вопросов, как работает франшиза, что она дает, кроме имени, какие методики подготовки и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то франшизы стоят нереально дорого, просто ты не понимаешь, за что столько денег платить. Какие-то не дают тебе то, что, кроме имени ничего. Какие-то недостаточно апробированные, скажем так. И вот изучая все, мы пришли к выводу, что некоторые франшизы, они очень-очень тяжелые на подъем, то есть они
недостаточно заинтересованы представлять себя вот в каком-то регионе, или они хотят какие-то гарантии, или так далее, и так далее. С нашими уже партнерами, итальянцами, у нас с первого дня, наверное, получился конструктивный диалог. Они задавали очень много вопросов, мы тоже. Мы вели переговоры, не знаю, может, полгода, но сейчас мы знаем четко, как работать, что мы делаем, с кем мы работаем, что они нам дают, на что обращать внимание. Мы 2 раза выезжали в другие страны, смотрели, как эта франшиза работает, какие сложности и так далее, и так далее. Сейчас мы уже партнеры, мы дали заявку, что вот наша академия, она может быть признана самой лучшей в мире среди ювентусов, а их 60 стран, потому что стандарт, который мы, каждый шаг мы пытались согласовывать с нашими партнерами, потому что то качество, с которым ты начинаешь работать и продолжаешь, это очень значимо. Например, искусственные поля, которые мы постелили, они рекомендованы заводами FIFA. То есть они сертифицированы FIFA, и, соответственно, наши поля тоже сертифицированы FIFA. Есть гарантия на много-много десятки лет. Соответственно, есть еще и уход за ними, как правильно ухаживать, как правильно эксплуатировать. У нас есть специальное оборудование, специальные обученные люди, которые этим занимаются постоянно. Соответственно, так как поле крытое, температурный режим и все остальное, мы надеемся, что поля должны прослужить достаточно долго. То же самое касается воздуха, кондиционирования, освещения, тоже все нормы и стандарты FIFA. То есть от того, какой свет падает, как ты видишь поле, мяч и все остальное, оказывается, зависит тоже качество тренировок и так далее. Тренера сертифицированные, программы сертифицированные. То есть это такой подход, когда франшиза работает, ты должен просто выполнять все придуманное уже давным-давно кем-то, которое апробировано во многих странах мира. Это эффективно, работает, классно, это приносит и деньги, и удовольствие, и благо в каком-то случае. Вот поэтому вот с Ювентусом у нас так получилось. А тренеры из числа местных специалистов? Или сейчас у нас главный тренер итальянец Марко. Он полгода уже живет и работает в Душанбе. Полгода он готовит программы, он обучает наших тренеров. У нас уже в боевом режиме ребята занимаются. И в ближайшее время мы ожидаем приезд еще нескольких тренеров. По франшизе мы обязаны, чтобы у нас постоянно присутствовали и работали тренера с международных, с опытом работы в академиях Ювентус, преимущественно Италия. Плюс мы должны обучать, они должны сертифицировать каждого нашего нового тренера. Соответственно, это сейчас есть возможность уже онлайн, это после пандемии. А так мы по-хорошему хотим отправлять раз в год своих тренеров, которые там будут жить, обучаться, получать сертификат соответствия, знания и уже будут здесь работать. Это классно, что тренера могут выезжать за пределы, то есть туда, в Италию. Но что касается детей, если они здесь показывают хорошие результаты, есть ли у них возможность потом ездить в Италию? Значит, так, проект коммерческий. То есть каждый ребенок, который приходит заниматься, и родитель в академию, он покупает абонемент и занимается. Чем больше срок, тем дешевле и так далее. В этом есть и смысл с нашей стороны, потому что мы не особо заинтересованы, чтобы ребята занимались там 3 месяца, 6 месяцев или тем более месяц, потому что мы хотим их взращивать. Потому что ребята будут вот по своим возрастным категориям, мы хотим собирать команды, и чтобы они на городских, республиканских турнирах играли. То есть у нас будет отдельные команды Ювентус, которые будут играть. В то же время мы утвердили политику,
что в каждой группе у нас могут играть дети из малообеспеченных семей бесплатно, но по рекомендации тренера. То есть есть обращение, есть уже обращение, мы смотрим, парень талантливый, в него можно вкладываться, старший тренер его тестирует, верит в него, представляет, руководство академии одобряет, тогда он приглашается и на бесплатной основе он может тренироваться. И раз в год у нас по франшизе есть обязательство участвовать в чемпионате мира среди детей и подростков в Италии, в Турине. 2 команды мы должны возить. Соответственно, за свой счет, за счет детей, естественно, каждый может воспользоваться этой возможностью. И там же на детей более взрослого возраста, скажем, 16-17 лет, 15-16 лет, там будут на них смотреть скауты. Скауты Ювентуса, скауты Академии. И кто-то, если приглянется, они могут с ним начать взаимодействовать, в дальнейшем пригласить молодежные команды Ювентуса и так далее. Это вполне возможно, но это зависит от стечения обстоятельств, от наших ребят, как они могут себя показать, и от людей, которые их будут оценивать. Конечно же, мы будем стараться ребят, которые из малообеспеченных семей, которые не имеют возможности платить, но они классно играют и они могут стать реальными звездами, мы будем стараться их возить за свой счет, показывать этим скаутам и продвигать их. С итальянцами договориться у вас получилось, ну, в принципе, как вы говорите, просто, да? То есть у вас шли переговоры очень долго, полгода, но все у них выстроено, все как положено. С UFC Gym насколько сложно было вообще организовать переговоры и насколько сложно все это было открыть, вот эту франшизу? Есть у нас очень интересный коллега, который достаточно настойчиво решает все поставленные задачи. И у нас была задача по привлечению франшизы по спортивным залам. И есть такой человек, его зовут Адам Седлак, он президент UFC Gym, и человек, который принимает решения. И как раз наш коллега очень-очень много раз писал на официальную почту и вот этому человеку, и на рабочую почту администрации и так далее. И у нас были какие-то кривые ответы или вообще не отвечали. Но он настойчиво это продолжал делать достаточно продолжительное время. И когда Адам был, если я не ошибаюсь, в Китае с рабочей поездкой, они заметили это письмо, посмотрели, что это Таджикистан рядом, согласились, что на пару дней он приедет. Они приехали, у нас были, не без преувеличения, переговоры, наверное, 24 часа, потому что было всего 2 суток, у него был обратный билет. И за очень короткий промежуток времени мы договорились и в последующем подписали договор и приобрели права франшизы на 3 страны. Это Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Сейчас мы уже, потом последовала пандемия, были сложности разные, но, к счастью, мы открыли зал, коллеги не успели приехать. Мы ожидаем в следующем месяце большую делегацию из Америки со звездой UFC. Мы хотим к этому приурочить мероприятия по что-то вроде дней открытых дверей, пригласить мастер-классы и так далее. И еще раз показать людям, нашим гостям, что такое UFC Gym, какая это культура, что они могут делать именно в фитнесе, больше я бы опять подчеркнул, да, и что это за франшиза. Просто многие думают, что UFC Gym это зал, где ты приходишь, значит, там все дерутся. То есть это абсолютно не так.
это больше зал, наверное, для белых воротничков, людей, которые заняты работой, службой, которые могут после работы прийти, привести себя в порядок, держать тонус, не знаю, поддерживать форму, бороться с лишним весом, поднимать себе настроение и так далее. То есть это такой современный, достаточно многофункциональный зал, где и дети, и молодые люди, женщины, старики могут в одно время проводить комфортное время. А что за звезда UFC приезжает? Ожидается Пока информация не подтверждена, не буду говорить, потому что могут неправильно понять. Но мы постараемся, чтобы это как минимум была величина, если не действующий чемпион UFC, то бывший UFC точно. Ветераном. Бывший чемпион UFC точно. Отлично. Но мне кажется, все-таки вот этот парень, который очень настойчиво писал Адаму, я думаю, ему нужно дать повышение какое-то. Обязательно. Таврон, вы председатель совета директоров 55 Group, вы председатель федерации Touch MMA, у вас вот UFC Gym, Академия Ювентус. У вас времени на семью хватает? Я надеюсь, что моя семья не будет этот репортаж смотреть. Пытаемся где-то выкраивать время, проводить время с детьми. Конечно, нет. Конечно, нет. Хотелось бы больше проводить время с матерью, с супругой, с детьми. Время бесценно, дети растут, время идет. Конечно, это есть такое осознание, но с другой стороны, я по ощущениям очень большая ответственность, и выполнять свои обязанности своевременно и качественно, это тоже требует много энергии, времени, сил, внимания, сосредоточенности, концентрации. Поэтому где-то приходится выбирать, где-то приходится разрываться, где-то приходится не доспать, но пока все получается. Наверное, сейчас такой этап жизни, когда от 35 до 45, я так считаю, это мое субъективное мнение, когда человек, если он что-то делает по жизни, он может набраться опыта достаточного, знаний достаточных, какого-то успеха, не обязательно большого, чтобы уметь потом это все реализовывать более качественно и масштабно. То есть, если ты делал какие-то маленькие проекты, делал, у тебя не получалось, падал, вставал, пробовал одно, другое, третье, но приобретал опыт, когда ты начинаешь делать что-то большое, этот опыт тебе дает столько сил, знаний и может тебя вести в правильную сторону, когда ты можешь действительно реализовывать себя. То есть смысл жизни, наверное, да, людей, которые хотят что-то сделать, это реализоваться. Вот это слово, наверное, люди по-разному понимают. Если реализоваться в полном смысле, то есть у меня есть потенциал, если я буду делать от себя все зависящее, чтобы реализовать этот потенциал во всех смыслах, физически, духовно, в семье, в работе, в отношениях, быть патриотом Родины, делать что-то, чтобы после тебя оставалось, надо делать очень много. Но вот этот период, я считаю, он самый, наверное, эффективный. После 50, вот как я замечаю, с этим категорически не согласен, но замечаю, люди становятся более такими ленивыми, они тяжело раскачиваются, готовятся почему-то умирать или стареть, или выходить на пенсию, менее активными. Не разделяю это мнение, но это факт, это происходит со многими, поэтому, когда, там, не знаю, дай Бог, если будем живы после 50, будем что-то делать, надо
сломать эти стереотипы, потому что есть люди, он приезжал, Брайан Трейси, если не ошибаюсь, года 3 назад, человеку 80+, он такой энергичный, он столько делает за день. Ну, с его деньгами-то, конечно. Нет, дело не в деньгах абсолютно, я думаю, здесь. То есть он приехал, он обучил много-много ребят, он получил массу впечатлений, увидел новую красивую страну и уехал. А в 80 лет многие старики, они готовятся умирать. То есть вот сейчас у меня осталось там чуть-чуть, зачем мне там куда-то ехать. То есть вот эти стереотипы надо ломать, потому что и взрослое поколение может много очень сделать и для семьи, и для страны, и для себя. Я уверен, что вам не придется ждать 50 лет, чтобы больше времени проводить с семьей. Просто сейчас ваши проекты все встанут в нужное русло, и все пойдет как надо. Добро, у нас есть рубрика в нашем проекте про бизнес, называется «Ни в коем случае». Чего ни в коем случае нельзя делать в спортивном бизнесе? В спортивном бизнесе, наверное, я не смогу сейчас разграничить, что не стоит делать в спортивном бизнесе и в другом бизнесе. Хотя в спортивном бизнесе нужно быть примером, как и в других бизнесах. Я считаю, люди, которые работают в спортивной индустрии и на руководящих позициях, ведут неспортивный образ жизни, это, наверное, не стоит делать. А в общем по бизнесу не стоит никогда опускать руки. Не стоит брать на себя больше, чем ты можешь делать. Не стоит брать в долг, если обстоятельства позволяют. Не стоит обманывать партнеров никогда. Не стоит... Стоит быть всегда пунктуальным. Стоит, наверное, держать свое слово в любых обстоятельствах. Если даже ты не смог выполнить, что ты пообещал, нужно первым прийти, объяснить и, скажем, решить ситуацию, решить вопрос. Наверное, вот самые такие базовые вещи. Это очень простые, примитивные вещи, но я бы сказал, они главные, потому что, к сожалению, особенно вот молодые люди, многие не придерживаются этого. И в силу этого, не знаю, наверное, репутация, она приобретается годами, а потом это может, не знаю, 25-30 лет, может быть, молодому человеку, у которого блестящая репутация, с ним приятно работать, и все будут тянуться к нему. Не потому, что он богат, не потому, что он супер умный и так далее. Просто человек соблюдает элементарную вещи, правила, этику, обязательства. То есть это несложно. Но в наше время вот эти ценности недостаточно. Если ты не обманываешь, то это что-то сверхъестественное. Или если ты там не опаздываешь, ты там условно немец или какой-то там не другой человек. Главное правило жизни Даврона Джураева. Главное правило, наверное, быть самим собой. И чтобы ты делал в этой жизни, надо сначала думать, потом делать, чтобы завтра не жалеть. Спасибо. Всего доброго, спасибо.